Единственное медучреждение в Абхазии, где лечат больных туберкулезной инфекцией, республиканский противотуберкулезный диспансер в Гулрыкском районе. По данным руководства диспансера, в последние годы число заболевших туберкулезом и выявленных заметно сократилось. В настоящее время в диспансере и в районных пунктах лечения проходят 77 человек. После нашей пандемии COVID-19 даже могу сказать, что уменьшилось. На данный момент у нас на стационарном лечении находится от 25-4 вот так вот человек. У нас приемное отделение, просто оно, как скользящий график, у нас приходит на 3 дня. Обследуем, если наш пациент отправляем по отделениям, конечно. Ну, какая форма, смотря. А так вот 24 человека где-то у нас на стационаре. Туберкулез – распространенное и опасное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Хотя благодаря успехам современной медицины заболеваемость и смертность от него значительно снизилась. По приблизительным оценкам специалистов, около трети мирового населения инфицированы туберкулезом латентной формы. Из них примерно у 10% болезнь рано или поздно перейдет в активную стадию. Врачи-фтизиатры республиканского противотуберкулезного диспансера ежедневно занимаются изучением, диагностикой и лечением туберкулеза вне зависимости от того, какие органы и системы им поражены. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом специалисты Минздрава посетили республиканский противотуберкулезный диспансер и провели здесь конференцию на тему диагностики и лечения туберкулеза. Хочу пожелать вам огромного здоровья. Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях все было хорошо, самое главное. И низко поклониться за ваш труд, который оценить, я думаю, просто невозможно. Большое вам спасибо и удачи. Она всегда, доктор, нужна, в том числе помимо знаний. Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, потребление токсичных продуктов. К группе риска относятся маленькие дети, пожилые, больные сахарным диабетом, СПИД и ВИЧ-инфекции. Часто туберкулез никак не проявляет себя на ранних стадиях. При появлении явных признаков он может уже вовсю развиваться, а при отсутствии своевременного и качественного лечения неминуем летальный исход. Вот почему важно проводить своевременные профилактические мероприятия. Лучшей профилактикой туберкулеза является ежегодное медобследование и проведение флюорографического обследования, поддержание здорового образа жизни, физическая активность. У нас есть все условия для раннего выявления туберкулеза, на малых форм туберкулеза, и также и сложных, и достаточно лекарственно сложно устойчивой формы туберкулеза. Наши врачи достаточно большой, хороший опыт имеют с помощью «Врачей без границ». Мы руководствуемся всеми теми рекомендациями, которые признаны запредельными республиками, в первую очередь Российской Федерации, также международными организациями. Применяем среди своих пациентов, они получают препараты гарантированного качества с хорошими результатами лечения, также с хорошими переносимостью. То, что можно отметить за последние годы, за хорошую переносимость, за счет хорошей переносимости, так как лечение пациентов долгое, они приводят, если есть хорошая переносимость, пациента не бросают лечение. Таким образом мы получаем хорошие результаты лечения на уровне выздоровления. При поступлении пациента в республиканский противотуберкулезный диспансер его направляют в приемное отделение, и он проходит обследование. Здесь же в диспансере есть лаборатория, где проводят необходимые исследования для установления точного диагноза. Делают микроскопию, и у нас еще есть ген-эксперт, который на более точном генетическом уровне выявляет. Я непосредственно делаю общий анализ крови и биохимический анализ крови. Мокрота сдается, и она окрашивается по специальному методу. И через микроскопию проводим микроскопы. Сейчас какое время примерно уже будет? В течение дня. В туберкулезном диспансере 5 отделений, которые разделены по бацилловыделениям БК-, БК+. После того, как станет ясно, в какой форме протекает болезнь пациента, его с приемного отделения перенаправляют в другое. Вот за моей спиной находится МДР-отделение. Там лечение проходят пациенты с открытой формой болезни, и вход для посторонних воспрещен. Лечение больных туберкулезом – длительный процесс, и очень многое зависит от желания пациента выздороветь. И когда ему в помощь создаются условия, это только радует. Лечение больных туберкулезом бесплатное. Минздрав обеспечивает всеми необходимыми медикаментами.
116 человек в 2014 году, 118, самые большие цифры говорю, в 2015 118 излечились. Потом цифры, конечно, уменьшаются еще из-за того, что уменьшается количество больных выявленных, да, вот. И в 2022 году цифра у нас вылеченных было 60, но и количество больных у нас лечилось гораздо меньше. По данным врачей противотуберкулезного диспансера, некоторые из пациентов бросают лечение и уходят, а они фактически являются переносчиками болезни. Принудительно заставить их лечиться невозможно. У нас слабое место вообще это транспорт на местах, то есть активное выявление больных, которые бросили лечение. И много, да, кто бросает? Не очень много, бывает. Но бывает, да. И работа именно в очагах поражения требуется транспорт и персонал, который бы работал, выявлял именно непосредственно вот где человек живет. Но учитывая наш менталитет, конечно, люди не хотят, чтобы к ним кто-то приезжал и выявлял. Вот. Но если мы этого делать не будем, то как бы туберкулез он будет все равно иметь место в нашей жизни. В республиканском противотуберкулезном диспансере все отделения и палаты оснащены необходимым инвентарем. Здесь есть и детское отделение, но нет пациентов, и это не может не радовать. Больных кормят 3 раза в сутки. На завтрак у нас обязательно молочная каша, кисель или какао, сливочное масло, хлеб, булочка. Несколько раз в неделю бывает еще кусочек сыра. На обед у нас всегда первое, второе, то ли первое на мясе, то ли второе идет порционное мясо. Куры. Вечером у нас гарнир. Снова или куры, или колбаска, сосиски, что там есть. Без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирают почти 4500 человек, и почти 30 тысяч заболевают. Вот почему важно своевременное и правильное лечение. Ольга Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.